Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – «Жемчужины Казахстана». Раздел «Вода – источник жизни». Сегодня на уроке мы узнаем о реках, которые стали жемчужинами Казахстана. Научимся различать полные и неполные предложения, употреблять их в речи. Ребята, прочитайте ключевые слова: Семиречье, Айнабулак, Тамшыбулак, Алакөл, Көлсай, Алатау, Тяньшань. Правильно. Все эти реки и озера являются жемчужинами Казахстана. А теперь, ребята, послушайте предложения. Чем они отличаются? Какие члены предложения пропущены в диалоге? Изменился ли его смысл? Зима пришла? Пришла. Чем ты любуешься? Заснеженными елями. А теперь сравните. Пришла долгожданная зима. Приятно любоваться заснеженными елями. Правильно. Первое – неполные простые предложения. Второе – полные простые предложения. Неполные простые предложения – это предложения, в которых пропущен какой-либо член, главный или второстепенный, который легко восстанавливается по смыслу. Например, за спиной лес, справа и слева болото. Итак, в чем же уникальность Семиречья? Послушайте текст Ануара Алимжанова о Семиречье. 7 вод, 7 рек Семиречья. Жеті – 7. Су – вода. Это мое Жетісу, мой родной край. В слове жеті казахи вкладывают множественный смысл. То есть не 7, а десятки рек стекают с гор Жетісу. Недалеко от моего аула есть чудо природы Тамшыбулак. Он в переводе означает «капли ручей». Миллионы, а может и миллиарды прозрачных капель стекают с куполообразных мшистых стен глубокого оврага, образуя не ручей, а речку. Зимой здесь тепло, а летом прохладно. Вечная зелень. Есть в этих краях и Айнабулак, зеркальный родник. А теперь задание. Выпишите неполные предложения. А теперь послушайте тексты. Алакөл. Алакөл в переводе «пестрое озеро». Одно из красивейших озер Казахстана. Стало популярным для самих казахстанцев недавно. Соленое озеро богато сероводородными грязями, минеральными солями. Оно расположено на северо-восточном конце Джунгарского Алатау. На своеобразном птичьем острове озеро можно увидеть стаи розовых фламинго. Второй текст – Көлсайские озера. Көлсайские озера – жемчужина северного Тяньшаня. 3 высокогорных озера расположены в отрогах хребта Күнгей-Алатау. Прекрасное место для пеших походов, путешествий верхом на лошади и горных велосипедах. Недалеко от Көлсайских озер еще одно уникальное озеро Кайынды. В переводе Кайынды – березовое. Но его окружают не березы, а великолепный хвойный лес на высоте 2000 метров над уровнем моря. Озеро образовалось около 100 лет назад в результате обвала огромной массы известняка. С вершины скалы открывается чудесный вид на ущелье Саты, панораму реки Чилик, ущелье Кайынды. А теперь задание. Какая тема их объединяет? Найдите основную мысль каждого. Правильно, они являются чудесами природы, жемчужинами Казахстана. Следующее задание – заполните Венн-диаграмму. А теперь проверьте себя. Ребята, в конце заполните лесенку успеха.